Дар меҳмонии раҷоимсадо духтари Бениоязебо ва ин роман бо боварӣ гуфта метавонам ҳамчунин муассис, директори бренди Шарм дар Тоҷикистон, тароҳ, бодибилдер аз ҳама чизи муҳим, бодибилдер Умеда Парсаева, субҳ ба хайр бошад. Здравствуйте. Ман ҷамидам. Акнун давомаш аз худат вобаста аст, бовар кун, барои ин ки русия аст дар инҷо ҳамаш. Доброе утро, дорогие радиослушатели, уважаемые и любимые наши радиослушатели. Время 9 часов утра, и как мы обещали, у нас в гостях напротив нас Фаридуном сидит Умеда Парсаева, девушка-блогер, бодибилдер, индивидуальный предприниматель, директор магазина «Шарм». И вы открыли его, он ваш, да, личный? Вот, хозяйка, да. Хозяйка магазина, да. «Шарм». Умед, как дела, как настроение? Доброе утро. Доброе утро всем, привет, ребята. Я очень рада с вами пообщаться. Вот, раскрою вам сегодня, надеюсь, некоторые секреты, отвечу на, скажем так, важные вопросы. Настроение отличное, утро доброе, так что я буду очень рада с вами сегодня пообщаться. Замечательно, и мы очень рады. Умеет, у нас вот с Фаридуном образовался такой традиционный вопрос. Каждому нашему гостю мы его задаем. Как начинается ваше утро, а главное, во сколько? Вы знаете, мое утро обычно начинается рано утром. Это примерно в 6:30, в 6 утра. Но оно не начинается прямо оттуда, вот, потому что я читаю намаз и ложусь дальше спать. И я сплю примерно до 10 часов, и дальше у меня весь день загружен, я как белка в колесе, и возвращаюсь домой уже ближе к вечеру, к 6-7 после тренировки, уставшая. И продолжаю делать какую-то работу, то есть онлайн, все остальное. Сейчас вся у нас работа, как говорится, в компьютерах, в телефонах. Вот. И на этом мой вечер, скажем так, очень поздно заканчивается. Это около 2-3 часов ночи. Поэтому мне приходится досыпать несколько часов еще утром. Да. Умед, вы первый человек в Таджикистане. Вот так, не первая девушка, не просто девушка, а вообще человек, который устроил фан-встречу, организовал фан-встречу первый раз в Таджикистане. Это вы опубликовали эту новость у себя в Инстаграме, где у вас многочисленные подписчики. Сколько у вас там тысяч? Сейчас, кажется, 125 тысяч. Вот, 125 тысяч подписчиков прочитали новость о том, что вы устраиваете первую фан-встречу. Реакция была неоднозначная. Да, вот многие удивились, кто-то поддержал, кто-то негативно отнесся к этому. Что говорили? Как отреагировала публика? Несомненно, при любой ситуации, да, в любом случае, есть всегда люди, которые за будут и против. То есть не бывает такого, что какой-то определенный момент может нравиться всем одинаково, потому что все мы разные, у нас разный склад ума, соответственно, мы реагируем на разные, скажем так, моменты по-разному. Вот. Что касается положительной реакции, естественно, мне очень приятно. Изначально та самая положительная реакция и была, скажем так, созидателем того, чтобы я это организовала. То есть это были разные просьбы со стороны подписчиков, многократные письма, всякие с текстом о том, что не то чтобы фан-встреча, она, можно так ее назвать, но в основном это была встреча просто с подписчиками. Вот, им хотелось увидеть меня в жизни, я хотела с ними познакомиться, потому что они видят меня, слышат, читают, а я с ними не знакома. Я просто хотела познакомиться с этими ребятами, узнать их поближе. И как все прошло? Все прошло отлично. Все прошло отлично. Как, да, вот. Сколько людей было там? Я не помню точное количество, потому что мы не составляли определенные списки. Но я была удивлена количеством людей, которые с удовольствием, с улыбкой на лице, с таким добром, с таким сиянием ко мне отнеслись, которые ждали, буквально стояли в очереди, чтобы сфотографироваться со мной, чтобы обнять меня, чтобы сказать мне о том, как они мной восхищаются и любят меня. И это было на самом деле дико приятно, я не ожидала. Правда. Умеда, вот первый вопрос. Что вы получили от этой фан-встречи? Потому что это было как-то бесплатно, да? Вход бесплатно там был. Да, только по пригласителям. Да. И какие они ваши фолловеры? Вот прям какие они? Как люди, не знаю, там они по очень характеру. Они очень добрые, девочки очень красивые. Они
Там еще и мужчины были. Да, мужчины тоже были. Были парни, да. Да. Вот, ну, к сожалению, парням я не дала возможность меня обнять, но фото со мной они в любом случае получили. Вот, они очень светлые, правда, я, конечно, перед выходом волновалась, потому что я не знала, какой реакции ждать, вдруг придут, скажем, так называемые хейтеры и все остальное, да. А их было вообще там? Не было. Их Вообще не не было. было. Люди были абсолютно все позитивно настроены. На одном из видеороликов отрывок из вашей фан-встречи вы шли с охранниками. Это мера безопасности? Нет, А это как? не было мерой безопасности. В какой-то сфере, может быть, да. Потому что это мероприятие, это сбор гостей, везде нужна Непонятно, кто безопасность. придет, Да, как вы сказали, хейтеры, может да, быть, придут. нужно Ага. смотреть это с разных сторон. Но в основном мы это сделали для ролика. Не для пафоса, а для ролика, для редлайна, скажем так, для рекламного ролика, вот, который еще не вышел. Вот. Но всё это не понятно, было ага. какой-то заявой, мол, вот у меня Да, охранники, я то такая, все, у меня да. охранники. Да, я, к счастью, не нуждаюсь в охране. Значит, в обычной жизни вы В все-таки обычной без жизни. охраны. Ну, Вы понятное сама дело, по да, себе. конечно. Я хожу просто сама, без охраны. А вот, Умида, посмотрите, после фан-встречи было очень много, вот прям очень много этих негативных комментариев, да, по поводу того, что вот, ну, что из себя строит Умеда, да, то есть с охранниками, да, зазвездилась, да. И вот как вы реагируете? Потому что очень много молодых, да, талантов сейчас, очень много молодых блогеров, очень много молодых, то есть дизайнеров, да, кто, может быть, кто-то не может отстоять, да, правильно я говорю, свои права, да, то есть психологически они не готовы к Каждый таким комментариям, да, по-разному то есть реагирует, реагируют. А вот Да. как вы, именно вы, как реагировали на это, и вы советуете, как реагировать на все это? Ну, как я на это реагирую? Конечно, это в какой-то момент неприятно, потому что хочется от нашего народа ждать поддержки. Но, к сожалению, пока не все готовы у нас радоваться за чужие какие-то мелкие победы, мелкие успехи, да. Они не готовы этому радоваться. Есть еще та определенная группа людей, которая смотрит с завистью, смотрит с ненавистью, даже будь то на самом деле всего лишь встреча со студентами, можно и так сказать. Я считаю, что это зависть, потому что ничего другого нет никакого другого обоснования их поведению. Это может быть только зависть, и, конечно, меня это еще больше вдохновляет, заставляет меня делать больше, работать дальше, потому что на пути к, скажем так, вверх мы всегда будем сталкиваться с трудностями, мы всегда будем сталкиваться с хейтерами, с ненавистниками всякими, с проблемами и все остальное. Но важно сделать сильные шаги и идти дальше, не оборачиваясь на все эти мелочи. А вот много где вы вспоминали о том, что вы для того, чтобы дойти до этого статуса, да, и вы очень многого пережили, можно сказать. Вот что было, да, вот что вы пережили? Как раз давайте из этого вопроса вытеким, так сказать, да, в другой, с чего все началось. Давайте поговорим о пути к фан-встрече, когда вот уже состоявшаяся, да, девушка, личность, которая заявила всем, что она может, она умеет, у нее есть свои фанаты, свои подписчики и поклонники, она устроила эту фан-встречу. Как вы к этому пришли, с чего все началось? Как вот, когда, главное, все это началось? Все это началось еще очень давно, потому что основателем бутика «Шарм» являлась моя мама. Очень большое количество, скажем так, клиентов, людей, которые ее очень обожали, не могли себе позволить одеваться в других бутиках, кроме ее. Основателем была она. Название «Шарм» тоже это Мама ее заслуга, да. И в какой-то момент просто мама решила отдохнуть. И я со своей стороны решила ей помогать. Я ходила, ей помогала. А сколько лет вам было, Умед? Мне было лет 17-16. В принципе, я помню всегда, что я приходила к ней в магазин еще с самого детства. Вот. Но в какой-то момент я просто видела, что маме уже
Сложновато. так, не то чтобы сложновато. Маме уже хочется отдохнуть, больше уделять времени семье и все остальное. Я ей помогала с каждым раз больше. Заметила в себе такие навыки, что я неплохо справляюсь, в принципе, с этой работой. Конечно, мне до нее еще очень далеко, но мы учились на экономиста, так что мы, можно сказать, владеем некими данными о бизнесе, да, и имеем какое-то представление, как его вести. Вот. И, естественно, это не все. Мы каждый день учимся новому, изучаем новое. Вот. Неплохо справлялась я с этим. Любимая книга, может быть, писатель какой-нибудь, кто вам помог, был поддержкой? Да, вы знаете, еще со школьных времен я очень любила читать бизнес-книги. Я не все понимала там, но я очень любила читать эти книжки, они меня вдохновляли и заставляли верить в себя еще больше. Есть, скажем так, один из моих фаворитов, это Дейл Карнеги. У него очень много книг, и практически каждая из них имеет свое место. То есть нету однозначно такой, которая моя любимая. Но одну из которых могу выделить, это «Как завоевать друзей» и оказывать влияние на людей. Умин, давайте поговорим о бренде Charm. Что это вообще за бренд и кто основная аудитория, да, и какие расценки там в основном? Вот. Потому что расценки это самое главное. Да, конечно. Аудитория — это и женщины, и девушки, и девочки. Что по поводу цен? У нас есть 3 ценовые политики, то есть это средний, это ниже среднего и выше среднего, можно так сказать. Я не считаю, что у нас в бутике дорогие, какие-то космические цены, таких нет. Но для тех, кто считает, что что-то дорого, мы всегда можем предложить вариант подешевле. А вот в чем отличие вашего магазина от других, вот вашего бренда от других брендов? Совсем недавно, буквально год назад, мы заявили о себе как таджикский бренд. Мы начали отшиваться сами. Чья была эта идея? Мамина или ваша? Моя. Ваша? Да. Мы начали отшиваться сами, слава богу. И мы отличаемся выбором. У нас в бутике присутствуют некие брендовые копии, можно и так сказать, да, но потому что у нас есть спрос на это, потому что наши клиенты это требуют, а мы им не можем возразить. Вот, но в основном в данный момент мы отшиваемся сейчас сами. И кто придумывает наряды, кто дизайнер? Он сидит прямо перед вами в данный момент, общается с вами. Это я. Или Сайдагба. Это я. Я не училась на дизайнера, я не умею шить, у меня есть просто идеи. У меня есть идеи в голове, я их передаю криво-косо на бумаге, объясняю своим портнихам, объясняю своим, скажем так, девочкам, они все выстраивают это в лучшей форме, я утверждаю, и мы начинаем отшивать. Каково это быть в амплуа дизайнера, придумывать, творить, кто вас вдохновляет? Как происходит Вдохновение этот процесс? обычно идет изнутри. Но, конечно же, как и у любого творческого человека, бывают какие-то паузы, когда ты не хочешь ни о чем не думать, не рисовать, и все это тебя достает. Но в определенный момент это проходит, и ты снова заряжаешься идеями, заряжаешься всякими, скажем так, картинками и прочим, да, и снова начинаешь творить. У нас тоже сейчас небольшая творческая пауза, называется реклама, после него сразу вернемся. Подрастомный кемки бармайсу говорит Алумам Сада, с дарами Муни, радиом Садок Харор, Гиртас Умеда Парсаева, директор ВАМО Асиси бренде Charm, бодибилдер, доктор Зебо, Таро, Хушам Адибор Дигару Меда. Да, вот на самом деле вы такая классная, веселая, да, общительная девушка. Почему, когда вот это такая, не знаю, политика, что ли, да, строит, ну, то есть, сдержанная такая. Нет, ну почему? Когда мы были незнакомы, да, вот такая сдержанная, а вот сейчас мы общаемся, мы понимаем то, что, нет, она очень хорошая, отзывчивая, это такая позитивная девушка. Ну, конечно, чаще всего по Инстаграму, по фоткам очень сложно определить, какая на самом деле эта личность.
Чаще всего, к сожалению, кажется, что это пафосный какой-то человек, высокомерный, еще что-то. Но на самом деле это не так. И абсолютно каждый человек, который имеет возможность познакомиться со мной, пообщаться, он убеждается в этом, говорит, что вы вообще не такая, какой кажетесь, не такая, как о вас, можно сказать, отзываются или еще что-то. На самом деле, может быть, это вот эта политика, которой я воздерживаюсь, она сложилась из-за того, что я ограничиваю себя в общении с мужчинами. И из-за этого, может быть, складывается какое-то впечатление, что она высокомерная, еще что-то, потому что какими бы мы современными не были, меня воспитали родители в традиционных обычаях. Вот, поэтому я не даю возможности, скажем так, любому человеку мужского пола подойти и начать со мной знакомиться и общаться. Может быть, из-за вот таких частых историй сложилось какие-то... Да, когда я написал у Меди, я говорю, у Меда можно ваши номера, потому что мы... Я по-моему, не написал то, что мы хотим пригласить. Я говорю, а зачем вам? Я говорю, ну точно в не личных целях. Говорю, просто мне нужны ваши номера, чтобы пригласить вас в гости на чашечку кофе на наше радио. И вот как вам радио Амсадо? Вот, ваши эмоции, ваши, не знаю... Мне нравится. Что будете говорить другим? Мне нравится, на самом деле. Я не чувствую здесь какой-то напряженности. Я чувствую, что вы также добродушно расположены ко мне. И не чувствую какого-то, скажем так, негатива, да, или какого-то давления. Действительно, очень светло, приятно. Так что я буду еще рада посетить вас еще раз. Мы будем вас ждать с удовольствием. В начале нашей программы, до рекламы, мы говорили о вашем бренде, о вашем магазине, о Шарме. Далее хотелось бы продолжить, есть потому что пару вопросов, которые нужно срочно уточнить, и мне кажется, они очень интересны нашим радиослушателям. Умед недавно открылся магазин в Худжанде. Да-да. Вы его открыли. Да. Теперь уже вы, да? И как это вот... быть вот прям вот в гуще событий с самого начала? Очень даже неплохо. У нас огромное количество клиентов, которые требовали открытия бутика в Худжанде, потому что не все имели возможность часто прилетать. Но у нас очень большое количество клиентов, которые действительно любят нас, жители Худжанда, которые действительно выделяют время, прилетают, скажем так, затовариваются у нас и снова улетают. Вот, поэтому я решила облегчить им тем самым их шопинг, открылись там, и теперь у них есть возможность одеваться еще и в Худжанде. Умеет вот девушкам, вопрос от девушки к девушке. Девушкам сложнее открыть свой бизнес? Или у нас нет такого разделения на рынке на мужчин, женщин? Я считаю, что вообще по жизни нет разделения на мужчин и женщин, если это касается бизнеса. В бизнесе нет определенного пола. Бизнес для всех. Главное стержень человека, главная уверенность его, его страхи, его, скажем так, победы какие-то, да. Главное не падать духом, главное быть настроенным на победу, и главное понимать этот бизнес. Если ты не разбираешься в нем, лучше в него не лезть. А вот не было такого все равно страха, что не получится, не зайдет? Вот... В бизнесе всегда есть риски. Риски есть всегда в бизнесе, да, мы рискуем каждый день. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Точно. У Умед, у вас с Шармом связано много различных мероприятий. Недавно вот Анна Седокова приезжала, да? Это как недавно? Полгода назад, да? Да, полгода тому назад так. это было примерно. Причем это сама Анна Седокова. Сама Анна Седокова, да. И фотка была главная, знаете, у Меды в Инстаграме. У Меда что-то говорит в микрофон, а Анна Седокова с руки сложила, вот как домолится, и согнула голову. Это было так здорово. Я сразу же обратила на это внимание. Это круто. Это внимательные ребята. Да, Умед, что это было за мероприятие? Как вы вышли на Анну Седокову? Как вам удалось ее заманить? Причем это было время, когда у самой Анны Седоковой были проблемы с ребенком, да, по-моему, ее муж забрал мне кажется, это было чуть позже. Чуть позже, все. До проблем, да. Анны Седоковой. У нее, насколько я помню, у нее стартовал ее новый альбом, это «Ни слова о нем». «Ни слова о нем», ага. Да.
Он действительно залетел в топ, можно сказать. Он был везде в топе на всех чартах, в iTunes, там, и в прочих программах. Она вдохновила меня. Во-первых, она сама очень сильная, очень красивая женщина, которой действительно можно восхищаться. Вот. Она вдохновила меня. Можно сказать, была некой музой для моей коллекции. Кстати, платье, которое на ней было от Charm. Ей очень понравилось мое платье. Она забрала его с собой. Это была презентация первой вашей коллекции, как я понимаю, да? Это была авторской презентация первой моей коллекции, поэтому я решила сделать ее немного необычной и пригласила такого вот замечательного гостя. Мероприятие прошло очень хорошо, действительно. У нас была спонсорская поддержка хорошая. Одним из главных спонсоров был Шохуна, вот, спортклуб. И что могу сказать? Ане все понравилось, она была удивлена нашему гостеприимству, она восхищалась нашей нацией, нашим городом. Она говорит, честно, я думала по-другому. В Душанбе, в Таджикистане я... Как это обычно дико, бывает. Да, я дико удивлена, говорит, все стереотипы сломлены, говорит, вы очень современный, говорит, народ. Ну, в общем, ей очень понравилось у нас, и надеемся ждать ее еще скоро к нам в гости. Да, а вот как вы вышли на нее? Вот прям, это же тяжело, это же топ-звезда вот России, можно сказать, да? Ну, сейчас интернет наш спасатель, везде можно найти пиар-менеджера, букинг-мена, так что это А по деньгам как? То есть другие люди, если, да, приглашают звезду, да, то есть они хотят набрать максимум от нее, то есть сделать какие-то концерты, да, то есть можно сказать, в каком-то холле где-то, да, и чтобы там получить максимальный доход. Да. А вот вы как-то, я не знаю, вот у вас нет вот этого, как сказать, чувства, то есть того, что получить, да, что-то. Да. Ну, изначально, как я и объяснила, цель не была заработать деньги, цель была сделать красивое шоу, и нам это удалось. Да, действительно, вы правы. Приглашая какую-либо звезду, на этом обычно зарабатывают. Но в данном случае цель была не заработать, а показать. И показать это красиво. Вот, поэтому мы решили это провести в Хаяте, для того, чтобы люди смогли, во-первых, видеть очень близко эту коллекцию, да, видеть звезду близко, они с ней общались, танцевали, фоткались. Далее у нас был фуршет очень красивый, очень вкусный. Все гости были довольны. Действительно, я очень часто посещаю, скажем так, светские мероприятия. И, на мой взгляд, это было то самое мероприятие, откуда гости не хотели уходить до самого конца, до 11 ночи, до 11:30. Они не хотели уходить, потому что все действительно было очень весело. В скором времени планируются еще подобные мероприятия? Да. Просто вы так сладко об этом рассказываете, что мы с Фаридуном подумываем его посетить. Конечно, конечно, обязательно. И как спойлер, может быть, маленький, когда, что, где? Ждите, подписывайтесь на мой инстаграм, да, такая? Кстати, у вас есть сейчас идет акция, то есть люди должны, ваши фолловеры должны подписаться на другую страничку, да, по-моему, викторина. Ну, розыгрыш, да. Да, розыгрыш. И что ждет победителя? И как, вот здесь люди, которые сейчас сидят и хотят, да, получить, вау, денежки, да. А как сделать? Вот как? Что сделать нужно? Нужно, во-первых, попытать свою удачу, подписаться и выполнить действительно все условия. Там их немного. Это подписаться на данный аккаунт и подписаться на всех ее спонсоров в разделе подписки. Вот. В определенный момент, а именно 19 марта, мы загружаем всех фолловеров, количество их, с их никнеймами на программу определенную. У каждого из них выявляется номерок. Мы все это в онлайн-режиме, в прямом эфире начинаем просто генерировать случайные числа и, скажем так, выбирать победителей. А вот что ждет победителей? Будет 5 призовых мест. Да, мы разыгрываем на этот раз 8 тысяч сомони.
8 тысяч сом. Они Да. с 1 по 5 место. Зачем работать, Фаридун? Пошли участвовать в конкурсе, да? Подписываться на странички. 22 часа назад выложили вы публикацию, и уже 1353 участника у вас. Да. Что же будет в ближайшем времени? Это всего один день прошел, и вот уже видите, какой наплыв людей. Очень здорово, будем следить. Интересно, кстати. Может быть, мы с Фаридуном тоже Участвуйте, поучаствуем. да. Поучаствуем обязательно. Умета, раз уж мы заговорили об Инстаграме, расскажите, как началась карьера ваша в блогерстве. Я не знаю, у блогера есть карьера, карьерный путь? Есть, да? Мне кажется, он есть у всех. да. Рост ваш. Вы же не изначально, как я понимаю, были сразу же, да? Да, вот, активным таким пользователем? открыла я страницу еще очень-очень-очень давно. Это было, может быть, в 2012 году, когда я училась в Китае, и когда в Душанбе еще не было даже понятия, что такое Инстаграм. Вот, открыла я его тогда, и профиль был у меня закрытый очень долгое время. Открыла я его буквально 8 или 9 месяцев назад. Вот, и я была действительно удивлена наплыву людей, да, то есть все мы понимаем, что не все наши странички на самом деле чистые, и не действительно там, можно сказать, там 300, 500 или миллион подписчиков. Есть накрутка, есть разные вот эти боты и все остальное. Я действительно была удивлена наплыву и количеству людей, которые интересуются моей страницей, которые активно комментируют. Каждый раз любая моя запись, любой пост набирает огромное количество комментариев, там бурные идут обсуждения. Уже там подписчики начинают уже с друг другом о чем-то спорить. То есть там всегда есть какой-то кипиш. Это как у нас в YouTube сейчас. Идет чат, идет дискуссия, и там идет они между собой. Да. Ну вот, и да, я изначально не надеялась и не рассчитывала делать какую-то карьеру в этой сфере, в блогерстве. Я просто делилась с ребятами своей жизнью, своими моментами радости, рабочими моментами, семейными, еще что-то. Не считаю, что для этого нужны какие-то способности или еще что-то. Я просто делилась с ребятами моментами своей жизни. Вот и все. А вот с недавнего времени, как я вот сейчас листаю вашу ленту, у вас здесь идет один пост информационный, следующий уже вот эмоции, да, ваши из жизни обычной. Да. И как говорят, по принципам, по правилам блогерства. Джамиля, ты даже меня удивляешь, я не знал, что у меня такая сотрудница. Внимательно. Просто Да я боюсь. Шерлок. потому что вот комментарии есть, люди интересуются, люди читают, и я читаю очень интересные информационные посты о том, как вот, например, 5 модных вещей, там вот, да, вот, все вот идет по правилам и принципам блогерства. Это у вас политика такая с недавнего времени или изначально просто вам хочется вот так вот? Прям? Нет, на самом деле, как вы и упомянули, да, есть действительно какая-то политика в блогерстве. То есть, если мы каждый день будем закидывать одно и то же, каждый день селфи, там еще что-то. Это уже будет неинтересно. Это будет неинтересно народу, и, в принципе, ты не будешь никак выделяться. Да, то есть, есть определенный контент, каждый блогер выбирает себе определенный контент, на который он делает уклон. В моем случае я не делаю определенного контента на какой-то именно, скажем так, момент. Я подхожу к этому с разных сторон. Можно сказать, разносторонний я человечек, поэтому у меня есть и о еде, и о спорте, и о красоте, и о моде, и обо всем. Вот и как раз поэтому именно в начале нашей беседы мы сказали о том, что вы блогер, в том числе тоже. Как вы все успеваете, уметь вот тысячи участников в конкурсе, потом вам их надо будет в базу занести. У вас помощник есть? Или конечно. Помощники У меня есть помощники, да, которые помогают мне, потому что я просто физически бы не успела все свои дела. Но, как я уже упомянула ранее, мой день проходит как белка в колесе. И каждый день у меня есть определенный список задач, который у меня, кстати, стоит на фоне заставки телефона для того, чтобы я не забывала. Задачи да, это все задачи на сегодня. Вот.
Список. Список, да. огроменный. Ближе к вечеру я уже начинаю ставить там галочки. Все удается успевать? Нет, все дела конечно, выполнять? не все удается, да, очень тяжело, потому что нужно найти время на все, на работу, на своих рабочих, на клиентов, на друзей, на семью в первую очередь, на, скажем так, свои какие-то личные дела, на походы в салон, на спорт, на все. И на самом деле очень сложно, но по-другому я просто не вижу себя. Я такой человек, не могу сидеть ни минуты на месте, поэтому именно такой режим мне и подходит. Умед, кстати, о спорте. Да. Вот, бодибилдинг. Да. Вы занимаетесь бодибилдингом, такой нетипичный вид спорта для девушки. Как? Почему именно бодибилдинг? Как давно? С чего все началось? Могу так сказать, в данный момент уже очень огромное количество девушек склоняются именно к этому виду спорта, потому что только бодибилдинг способен построить вашу фигуру так, как вы хотите. Ни один другой вид спорта, ни плавание, ни фитнес, ничто другое не может построить фигуру так, как это сделает бодибилдинг. Естественно, мы не уходим в какие-то, скажем так, гиперпрофессиональные подготовки к Олимпиаде или еще что-то, да, это любительский, но я занимаюсь этим уже очень давно и, можно сказать, профессионально, потому что я уже знаю практически все правила, тренируюсь очень давно, поэтому это у меня идет, скажем так, не на любительском уровне, но, естественно, это мое хобби, потому что еще с самого раннего возраста я любила спорт, я попробовала практически все виды спорта, но в итоге нашла себя именно вот в этой сфере. На самом деле ничего такого сложного, ничего такого невозможного нет в этом спорте. И нет каких-то специальных опасений для девушек или распределений. Просто нужно понимать свой рост, вес, свои возможности, начинать с малого, начинать с маленьких весов и дальше уже увеличивать темп, а со временем вы уже сможете увидеть результаты по фигуре и всему остальному. Просто вот у девушек есть интерес, но при этом есть и страх о том, что фигура вдруг превратится в мужеподобную, ты станешь мужланкой, говорят все вокруг. Зачем тебе это надо? Вы с таким сталкивались со стороны окружающих? Конечно, да, но это очень глупый стереотип. То, что мы видим бодибилдеров на каких-то картинах, да, которые выглядят как мужчины. Естественно, понятное дело, они колятся стероидами, принимают очень сложные препараты для того, чтобы так выглядеть. В нашем случае мы просто правильно питаемся, подкрепляем себя какими-то протеинами, чтобы питать мышцы, потому что рост мышц невозможен без протеина. То есть это огромное количество белка каждый день. Но конечно, даже если вы очень сильно захотите, у вас никогда не станет такая фигура, пока вы не начнете тягать, может быть, там, я не знаю, 500 или 600 килограммов и колоться разными стероидами. Такой фигуры у вас не может возникнуть. Хорошо, Умед, какие планы на будущее? Вот что нас ждет от Charm, от вас, как от блогера, от бренда? Планов очень много. Мы, как вы видите, каждый день стараемся сделать что-то новое, удивить наших подписчиков, наших клиентов, радовать их. Дальнейшие планы. Я думаю, что рассказывать их будет не совсем выгодно для меня, потому что, скажем так, это мои маленькие какие-то задачи, маленькие мечты. Вот, я не люблю обычных о них говорить, потому что они не сбудутся, да. Поэтому я лучше промолчу, а вы все увидите. Я думал, только у меня это такое бывает. Нет, это у всех. Отлично. И Умеда, вот начинающим бизнес-вуменом, начинающим блогером, начинающим спортсменом, да, то есть вот человек просто разносторонний, да. Что вы советуете? Я советую развиваться, вкладывать как можно больше в себя, не бояться. Вот вкладывать как? Деньгами? Нет. Вклад в себя подразумевает очень много разных ракурсов. Но в первую очередь это саморазвитие, да, то есть это может быть
как и походы в салоны и все остальное, шопинг, так и чтение, занятия какими-то тренингами, еще что-то. Вкладывать в себя необходимо. Это самый лучший, скажем так, вид растрачивания своих возможностей, времени и всего остального. Лучшие инвестиции, иными словами, это в себя. Вот. И что могу еще сказать? Могу сказать, что несмотря на какие-то, можно сказать, проигрыши, да, какие-то упадки сил или еще что-то, нельзя останавливаться, нужно идти дальше, потому что только так, шагая дальше через проблемы, все остальное, можно достигнуть каких-то успехов. Это была Умеда Парсаева у нас в гостях в рамках шоу «Салом Хамсадон». Да, это я. имам боридгар ташаккур мегӯям, сипос мегӯям барои омадан ва барои вақти худро дариқ надоштан ва худам субҳ хеле мушкил аст аз хоб бархестан ва ба ки ба ману ҷамидаи чиз хеле сахт ошно аст ва боридгар худ расон мекунам ки дар меҳмонии радиои Садо қарор дошт духтари Беню Айдзебо, Умеда Парсаева, бодибилдер, директор ва муассиси бренди Шарм дар Тоҷикистон ва ҳамчунин дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд метавонед ин мағозаро дарёфт намоед ва либосҳои воқеан навотаринро пайдо кунед. Ташаккури зиёд ман мегӯям барои шумо, Умеда. Спасибо вам тоже большое за приглашение. Очень приятно было с вами пообщаться. Саломат бошед.